Об итогах основного этапа ЕГЭ-2017 главе Ингушетии доложил министр образования и науки Юсуп Костоев. Единый госэкзамен в регионе проводился по 13 общеобразовательным предметам, в том числе по русскому языку и математике в обязательном порядке. Приняли участие в ЕГЭ 610 человек. Цитирую: «Высокий уровень готовности к проведению ЕГЭ в Ингушетии позволил получить стабильные результаты. Данные показатели также свидетельствуют об улучшении качества освоения общеобразовательных программ по русскому языку и математике и другим предметам выпускниками», подытожил Юсуп Костоев. Экзамен у нас прошел абсолютно в соответствии с требованиями законодательства, другими нормативными документами, а также порядком правил проведения организации ЕГЭ. Экзамены проходят в штатном режиме, никаких технологических сбоев, каких-либо других нарушений не выявлено на сегодняшний день. Совершенно очевидно, результаты говорят о том, что показатели наших выпускников в этом году повысились. Также я отмечаю, что родители более ответственно подходят к подготовке своих детей к этому экзамену. Анализ на сегодняшний день показывает, что так называемые метки о нарушениях мы в этом году стали получать, метки я имею в виду, получать 20 раз меньше. Нарушений 3 раза меньше. Ну и показатели, качество, результаты экзамена мы ожидаем, что будет намного выше. А с 20 июня по 1 июля у нас будут резервные дни, так называемые, где ребята по различным причинам, которые не смогли закончить экзамен. Также я доложил главе республики о работе, которую проводит Министерство образования по целевому набору. То есть направление наших выпускников по целевому отбору в различные вузы нашей страны. Объективная, полная информация о порядке и правил, об условиях целевого набора размещена на сайте Министерства образования, а также при входе в Министерство, в холле Министерства образования. Но в основном по требованию главы, по потребностям экономики нашей республики в этом году мы запросили места только в основном технического направления. То есть инженеры, там, сельское хозяйство, специалисты для сельского хозяйства и так далее, и так далее. Учитывая развитие промышленности Республики Ингушетия, потому что нам уже нужно переходить от гуманитарных направлений, да, больше к техническим. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели в онлайн-режиме специалисты ситуационного центра при Миноборнауки Ингушетии. Глава Ингушетии дал положительную оценку проведенной в регионе работе по повышению качества образования и обеспечению прозрачности ЕГЭ. Руководитель региона сказал, что необходимо ориентировать выпускников на получение образования по приоритетным для республики специальностям. Лучше целевые места делать там, где у нас не комплект. Технические, там, образование, и сельское хозяйство, технический, там, и агропромышленный комплекс, там, и другое. Понятно? Если где-то целевое место дают на экономику, на юриста, то должны родители расписаться, что мы не ответственны за его трудоустройство в дальнейшем. И это есть. Вот тоже. Почему? Потому что человек, который заканчивает, потом родители начинают говорить: вы же ему целевого места дали, теперь трудоустраиваете. Я смотрю, даже в МГУ у нас и юристы, и экономисты. Зачем? У нас довольно серьезно. Вычислительная техника, математика, это да.